Tutup шнур батареи. Микрофон кинь. Включи мой зарядку, пожалуйста. Ну что, Надежда, начинаем, да? Да, начинаем. Ну, добрый день, дорогие ребята, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами достаточно простая тема, на мой взгляд, человек, который уже эту тему как бы понял. Ну и в том числе она непростая для вас, это вопрос профориентации. То есть мы сегодня будем говорить о том, как найти свой путь, как найти свою профессию, что значит профессия и через что нужно пройти, чтобы получить хорошую, качественную профессию, которая будет давать различные возможности. Сегодня у нас это будет проходить в рамках умного чемодана. То есть это такой мой авторский семинар, как человека, вышедшего из системы детских домов. Я тоже, многие, наверное, знают, вырос в детском доме. И, соответственно, задача сегодня через предметность, а предметность я вам сейчас покажу. Вот я сейчас нахожусь в собственном доме, на улице хорошая погода. И вот у меня здесь на столе, сейчас я вам поверну, видно, да, лежат разные предметы. Лежат разные предметы. Вы видите тут, значит, все то, что так или иначе имеет отношение к профессии. Но прежде чем получить профессию, надо все-таки говорить о том, что крайне важно получать образование. И образований должно быть много. Вот вы видите, у меня 3 диплома, да? А еще есть всякие дипломы о дополнительном образовании. Это диплом о среднем образовании, это диплом о среднем специальном образовании, это диплом о высшем образовании. То есть через проекцию сначала я получаю профессию, которая меня научит понимать, зачем и что я делаю, выйти на профессию,
который позволит потом со временем уже иметь вот такую вот разницу, видите, да? Вот такая разница. Ну и, соответственно, задумываясь о своем будущем и в поисках профессии, все-таки нужно определиться, что мы хотим в жизни делать. И вот те предметы, которые я сегодня собрал у себя, они так или иначе имеют отношение к будущей профессии, вообще профессии, в которой человек занимается. Ну, возьмем, к примеру, нож. Вот у меня дома лежит нож. Да? Ну, что можно, для чего нужен нож? Ну, во-первых, это профессия повара. Многие хотят пойти на повара, учиться готовить, уметь готовить, нарезать салаты, готовить еду и так далее, и так далее. Вот, казалось бы, предмет, который у нас дома лежит, напрямую имеет отношение к профессии повара. Или, например, вот у меня дома лежат, например, вот лежит яблоко. Большое яблоко, которое я вчера купил в магазине. Это, опять же, вопрос, как это яблоко стало таким. То есть какие-то люди его вырастили, они ухаживали за этим деревом, они собирали его, значит, в какие-то корзины, и потом продали, я получил продукт, и эта профессия имеет отношение к производству фруктов, и в том числе овощей. Овощи я не стал брать. Ну, если дальше говорить, вот, к примеру, мы возьмем, опять же, вот лента, да, строительная лента, липкая лента, видите, она липкая. Это о профессии будущего строителя. То есть человек, который будет задумываться о том, чтобы стать строителем, он должен будет знать различные аспекты в деятельности. Зачем, например, нужна вот эта лента, кто скажет? Может кто-нибудь ответить? Зачем строителю нужна вот эта лента? Надежда, вы знаете, зачем лента нужна? Значит, лента нужна для того, чтобы, если мы хотим, например, что-то закрасить, и нам надо, чтобы сомкнулись два цвета, и один цвет нужно закрыть, чтобы не было там помарок, мы закрываем его вот так вот лентой, а потом ленту снимаем. Это, к примеру, у профессии. Ребята, давайте подождем. Сейчас Александр подключится. Так. Вам хорошо все слышно, да? Да, да, Понимаете, о чем он говорит? да. Так, добрый день, вас слышу. Так, подождем Гизалова. Коротко расскажу про Александра Гизалова. Сейчас он подключается. Александр Гизалов сам вот он подключается как раз. Александр, мы экран ваш видим. Александр наш друг и наставник нашего фонда. Александр, что-то вы вылетели. Я летаю. Как Оля Свешникова. Все, передаем вам слово. Давайте дальше. Ну, вот смотрите, мы говорили о профессии, теперь уже связанной с парикмахерским мастерством, да. Вот то, что дома лежит, оно как бы имеет отношение к тому, чем мы можем заниматься. Ну, вот там мальчишки, я вижу, появились, да. Вот наберем, допустим, боксерские перчатки и вот, допустим, боксерскую капу. Это имеет отношение, естественно, к спорту. Вот видите, это для ММА перчатки, это для занятия боксом, для отработки там каких-то ударов. То есть можно заниматься спортом, а потом стать тренером. Вот я, например, занимался активно боксом, потом стал тренером по боксу. Вот. Это тоже один из выборов человека, который ищет себя в пространстве, в котором ему придется жить. Не только кривляться в ТикТоке
значит, когда тебя потом кусает собака за то, что ты плохо танцуешь, а потому что вот хочется заниматься тем, что тебе интересно. Вот интересно научиться, например, получить звание, там, допустим, какое-то, и потом пойти, значит, тренером работать в школу, в детский садик, или там вообще набрать какую-то группу. Это опять же вопрос к нашему выбору, то, чем мы хотим заниматься. Вот, к примеру, возьмем следующую такую историю. Вот вы видите, такие бусы сделаны мною из дубовых этих, из дубовых таких, значит, из дубов, будущих дубов. Это вопрос к дизайну. Вот, то есть я набрал эти дубовые, значит, соответственно, Здрасте. да, и, соответственно, вот теперь я имею возможность изготавливать вот такие вот замечательные поделки, которые в том числе можно продавать. То есть это опять же вопрос к тому, что ко всему можно относиться не только с точки зрения того, что вот мне нужны деньги, и эти деньги мне нужны, и давайте мне эти деньги. Ну, например, там выпускники детских домов, например, в той же Москве имеют пособие полгода порядка 100 тысяч рублей за то, что только они находятся, значит, в такой ситуации, что они выпускники, имеют эти 100 тысяч рублей. Я считаю, что лучше всего пойти работать и сразу начать зарабатывать, когда есть такая возможность, подработка и так далее, и так далее. Ну, возьмем, к примеру, вот собачий поводок. У меня есть собака, ее зовут Феня. Вот это такая смесь таксы с питбулем. То есть у меня дома лежит поводок, который бы, казалось бы, имеет отношение к Фене. На самом деле к моей собаке он имеет отношение к развитию такой темы, как, значит, дрессировка собак, обучение собак. Ветеринары могут, ребята, стать ветеринарами для того, чтобы, значит, поддерживать собак и других животных тем, что они хотят им помогать. Вот, казалось бы, такой предмет, который лежит дома и имеет отношение вот к такой вот теме. Далее, ну, к примеру, мы возьмем, вот у меня есть такой конь, мне подарили резного коня. Мастер, который изготавливал этих коней, он резчик по дереву. И благодаря тому, что он умеет пользоваться ножом и вот умеет вырезать, этот конь стоит 1000 рублей. То есть опять о чем? О том, чтобы научиться через какие-то, ведь не обязательно пойти сразу менеджером в банк работать, да? А научиться простым каким-то вещам, которые могут давать доход и ресурсы. Вот человек научился делать коня, подарил мне, вернее, я у него купил коня. Вот у меня дома лежит такой замечательный конь. Дальше поехали. Ну вот у меня есть маленький носок. Моей младшей дочери 8 месяцев. Зовут ее Мария. Всего у меня 5 детей. 5 детей. И вот маленький носок, который спрятался в стиральной машине, это тоже имеет отношение к профессии. Кто-нибудь, ребята, скажет, какое отношение к профессии имеет этот носок? Ну, подумайте. Врач. Врач, детский врач. Как? Как? Свет включите, пожалуйста. Маленький носок. К какой профессии имеет отношение данный носок? Ну, во-первых, изготовление носка, да, это текстильная промышленность. Во-вторых, это действительно, значит, предмет, который нужно купить в магазине, соответственно, это вопрос, где я его купил, у кого. Значит, должен быть какой-то объект. И должен быть какой-то продавец, который мне его продал. Ну и цена этого носка, соответственно. Вот если смотреть на все это с точки зрения понимания того, что все то, что вот о чем я говорил, имеет ценность и цену, можно говорить о том, что все то, что у нас рядом находится, так или иначе подталкивает нас к осмыслению того, что мы хотим найти какую-то в будущем. Ну, например, возьмем вот Машин этот, детский этот вот. Это что же, опять же, связано с какой-то конкретной профессией. Изготовление этого прибора, его продажа и появление на рынке. Это, соответственно, уже что? Менеджмент, маркетинг и управление, значит, продажными процессами.
Ну, если говорить о своем пути, вот сзади меня вы видите, висит, значит, тельняшка, висит, значит, форма с значительными всякими разными медальками, орденами. Это тоже имеет отношение к моей профессии, которой я сейчас занимаюсь. К какой профессии имеет отношение все то, что вот здесь находится? Это профессия помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И для того, чтобы мне заниматься этой профессией конкретно помощью людям, потребовалось получить диплом, который я вам показывал раньше. Только так или иначе все пересекается. Вот мы хотим помогать людям, но не просто мы помогаем людям и хотим помогать, но мы имеем для этого определенную профессиональную принадлежность. Вот это высшее образование социального работника я получал 4 года, обучаясь различным, вот порядка 60 различных предметов, 60 предметов. Вот у вас сколько предметов в школе? Ну, наверное, десятка-полтора, да, наверное, 2. А здесь 60 предметов для того, чтобы научиться помогать кому-то. Поэтому вот когда хочется чего-то в жизни добиться, например, я когда выходил из детского дома, мне хотелось, конечно, тоже иметь хорошую тачку, значит, там дорогой телефон, еще что-то. Но я реально понимал, что если я только этого хочу, но для этого ничего не делаю, не получаю образование, не хожу, значит, на учебу, не тренируюсь, не, значит, занимаюсь тем, что слежу за собой, то, естественно, через какое-то время возникает момент, когда все кажущееся становится реальностью. То есть мы уже не отвечаем за свою конкретную судьбу, а кто-то отвечает за нашу судьбу. Поэтому если мы хотим отвечать за нашу судьбу, то лучше всего, конечно, делать это собственными руками и собственной головой. Поэтому вопрос, значит, по поиску себя в этом мире и пространстве, опять же, в призме профессии, он исходит от того, значит, кем я хочу быть, что я хочу делать, как я это буду делать, как это будет приносить доход и так далее, так далее. Вот, к примеру, опять же, если говорить о доходе, да, для того, чтобы мне содержать мою квартиру, требуется доход, который должен позволять, вот у меня есть такая единый платежный документ, вы, наверное, об этом тоже знаете, да, ЖКХ так называемый. И чтобы мне оплачивать мою квартиру, которая стоит в месяц порядка 7 тысяч рублей, требуется получать значительную зарплату. Потому что если мой бюджет, а мы будем с вами о финансовой грамотности в следующий раз говорить, не будет таким, чтобы я мог оплачивать свою квартиру, соответственно, это приведет к тому, что я не смогу купить детям яблоки, значит, подарить лошадку и, соответственно, не иметь возможность купить для младшей дочери носки. То есть все должно быть сообразно дохода. Если я работаю, соответственно, я должен обеспечивать свою семью, всех своих 5 детей плюс собаку, значит, этим ресурсом. Соответственно, вот этот вот платежный документ, это тоже один из маркеров того, насколько человек способен и готов к тому, чтобы и оплачивать, и покупать то, что необходимо. Вот даже я отложил, сейчас вот еще покажу. Вот возьмем, допустим, телефон. Вот у меня есть телефон, да? Простой кнопочный телефон. К какой профессии имеет отношение сейчас кнопочный телефон? Кто скажет? Не iPhone, не вот такой телефон. А к какой профессии имеет отношение простой кнопочный телефон? Кто подскажет? Они еще в ходу. И у кого они в ходу? Подумайте. У кого в ходу простые сотовые телефоны, девочки, улыбающиеся, американская ЦЦПЦЦ? У кого? Молодец, спасатели. У кого еще? Пишите, я буду читать. У кого простые телефоны? Всем привет. Ну, у курьеров.
Еще у кого? Почему у курьеров простые телефоны, знаете, нет? Так, у кого еще? У охотников, правильно. У пожарных, правильно. У кого еще есть простые кнопочные телефоны? Казалось бы, да, вот разница между дорогим телефоном и таким телефоном. То есть людям, которые... У шахтеров нет таких телефонов. Значит, у людей, которые занимаются конкретной профессией, конкретным делом, те же пожарные, та же скорая, у старых, у людей пожилого возраста, у маленьких детей, находится действительно такой кнопочный телефон. Все очень правильно, молодцы. Теперь давайте мы так договоримся. У нас время еще немножко осталось. Вы можете задать мне какие-то вопросы относительно того, каким образом вот можно было бы, например, вам поискать себя и... Так, практически у каждого должен быть такой телефон. Ну, наверное, да. У меня он для того, чтобы мне могли звонить выпускники детских домов Российской Федерации и решать свои вопросы. У нас есть юрист, человек звонит, говорит, там, у меня проблема с жильем, у меня проблема с образованием, у меня проблема там еще с чем-то. Я поднимаю трубочку, даю юристу, им вопрос решает. Так, ну теперь давайте какие-то у хакеров, да, особенно у хакеров, да. Ребята, давайте какие-то свои вопросы задавайте. Я надеюсь, что я так кратенько за полчаса всего не расскажешь, успел вам через предметность рассказать о некоторых профессиях и того, к чему нужно стремиться, через, опять же, образовательные какие-то фрагменты, да. Теперь давайте какие-то ваши вопросы, как вот, выйдя из детского дома, вам искать свою профессию. К чему стремиться, что достигать и как сделать так, чтобы у вас была и собака, и свой дом, и 5 детей, а может быть и 10 детей, я не знаю, у кого как будет. Вот, давайте, есть какие-то вопросы? Пишите. Девчонки, задумались, да? Есть вопросы? Надежда, может, у вас есть вопрос? Вот, кстати, по поводу, вот тут написали по поводу какой-то силы. Надо смотреть прежде всего на свои способности и возможности. У матросов нет, у Алины Васильевой нет вопросов. Это замечательно. Надо смотреть все-таки на то, вот во временном пространстве, что мы можем сделать сейчас. Вот в течение там 3-5 лет. А потом уже строить лучшая профессия после 9 класса. Вопрос, да, или что? Это вопрос, лучшая профессия после 9 класса, да? Но на самом деле я скажу так, что я не стеснялся получать вот это образование, которое у меня было первым, такое скромное образование, сварщиком-арматурщиком. Я пошел потому, что понимал, что я не могу сразу поступить на высшее образование, и поэтому пошел просто получить первую корочку. Поэтому, если у вас есть такая возможность, выберите профессию, которая вам близко по духу, а потом уже настраивайтесь на получение высшего образования. Потому что бывает так, что не всегда сразу можно добиться результата и получить сразу высшее образование. Можно сначала пойти по ступенькам. Вот, поэтому ну, выберите то, что вам будет, значит, по душе. По поводу пожарного. Не всех пожарные возьмут, для этого нужно иметь, во-первых, здоровье, во-вторых, там есть моменты, связанные с тем, что можно учиться на шофера при достижении 18 лет, потому что только после 18 лет можно садиться за руль. Но учиться шоферству можно, но сесть за руль только после 18, потому что наступает ответственность перед государством. Так, что еще у вас есть? Сложно было получить дипломы. Ну, на самом деле, их вот у меня их несколько, еще есть, там где-то парочка валяется. Сложность заключается в постоянстве. Что если ты вышел, значит, поступил учиться, то каждый день ходить на учебу, не прогуливать, не промахивать ее, потому что
если ты в самом начале уже начал косячить, то потом и дальше у тебя косяки будут вот уже такие. Сначала были такие, потом вот такие. Вот чтобы таких косяков не было, лучше сразу начать учиться. Дальше. Есть вопросы? Пожарным Так, же очень опасно работать, если что-то не так сделаешь, можешь сгореть. Можно ли выучиться 1 год техником, а потом на следующий год поступить в другое училище по диплому с 1-го курса? Ну, смотрите, это опять же вопрос, ведь как происходит перевод из одного учреждения в другой? Конечно, надо поступить, вот это правильно кто-то написал, сначала нужно поступить в техникум, год отучиться, а потом делать перевод. Потому что если вы год не учились и гоняли балду, как это называется, да, то, конечно, при переводе у того, значит, той организации, которая вас будет принимать, следующая, у нее возникнут вопросы, потому что перевод – это вопросы документов и договоренности между организациями и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, можно выучиться и 1-й год проучиться, а потом сделать перевод. Это вполне себе. Я, кстати, перевод сделал. Вот у меня был сначала, я учился на шофера-комбайнера, а потом перевелся на сварщика. Я год отучился в одном училище, потом перевелся уже в другое училище. Так, какие еще вопросы? Какие у меня профессии по диплому? Ну, первая профессия у меня сварщик. Я научился варить сваркой, значит, металлы разные. Вторая профессия у меня связана с театром. Театральная профессия у меня режиссер-постановщик театральный. Вот здесь вот у меня написано. Ну и третья профессия – это у меня социальный работник, специалист по работе с социальными группами. Смотрите, какая последовательность. Сначала простая профессия, потом профессия, связанная с мышлением и умением выступать. И третья профессия – это уже профессия, связанная с работой с различными группами. Всех три. Сложно было сдать всех работ. Кого сдать, что сдать? Всех три работ. Нет, на самом деле это осознанный выбор, соответственно, этот выбор связан опять же с поиском себя. Вот сначала я хотел быть сварщиком, потом я понял, что я хочу стать артистом, потом я понял, что с этим тоже сложно, и стал вот заниматься социальной работой и помогать уже тем, кто находится в разных ситуациях, выпускникам детских домов, осужденным и так далее. Влад, не переживай, что у тебя есть пауэрбанк. Влад, пауэрбанк есть? Знаешь, что такое пауэрбанк? У кого-нибудь спроси. Ну вот надо спросить у кого-нибудь. Так, есть еще вопросы, ребята? Я на зарядку положил. Молодец. На зарядке стоим. Зря столько лет что? У кого вопрос? Миша, зря столько лет что? Не, вот это, кстати, заблуждение. Вот смотрите, допустим, возникнет какая-нибудь ситуация. Например, мне потребуется перейти на другую работу. Вот моя работа, например, не будет меня устраивать. Я пойду работать в театр. Или пойду тренером работать по боксу. То есть это, наоборот, очень хорошо для того, чтобы менять свой ритм жизни. Профессии это может быть разные. Это не только одна профессия или две профессии, может быть несколько профессий. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя защищенным, а защищенность именно через образование, значит, не ты, а вы, наверное, да, Селина Иванова, не ты, а вы, все-таки видно, я уже человек, так сказать, не молодой. О, видите, уже есть боксеры. Я был хорошистом, да, отличником никогда не был. Но, в принципе, для того, чтобы получать уже дальнейшее образование, ведь в школе сначала отличники, да, там хорошисты, а уже когда ты поступаешь учиться дальше, уже, соответственно, тут уже требуются другие совершенно показатели. Это уже не пятерки, не четверки, а зачеты и так далее, и так далее. Можно ли после 10 класса повысить свою квалификацию? Ну, во-первых, можно постоянно повышать свои какие-то знания. Сегодня достаточно много онлайн-курсов, есть возможность постоянно это делать. Вот, поэтому нет предела совершенства, главное хотеть. Что второе место? У кого? По боксу, что ли? Молодец. Второе место тоже хорошо.
уже, значит, был в финале. Так, девчонки, Аймиконский, ЦПД, СПЦД. У вас есть вопросы? У меня нету. Вопросов? Давайте подведем итог еще раз. Значит, Какой? смотрите, подводим итог нашей сегодняшней встречи. Я надеюсь, что мне сегодня, за то время, которое мне отвели, я успел вам немножко, молодец, Было интересно. немножко рассказать о профессиях через предметность. Да? Вот у боксера, у тебя есть капа, боксерская капа есть? Боксер, у боксера капа есть? Да, есть. Молодец. Значит, через предметность так или иначе попробовать рассказать о профессиях, поговорить о том, что важно для того, чтобы найти себя в этом непростом мире. Вот вы выйдете из детских домов, и вы уже будете по одному. Вот этого вашего круга уже не будет. Вот этого, А нельзя же, да, ходить по городу с друзьями? будете жить в собственных жилищах и решать другие какие-то свои вопросы. Поэтому хотелось бы, чтобы у вас все это получилось уже в самом начале, чтобы вы в детском доме задумались о том, к чему вы хотите стремиться, какое образование получить. Вот. И, наверное, может быть, совет для девчонок. Девчонки, не спешите становиться мамами рано, потому что это вот этими, да, вот этот вопрос опять же, да, маленького носочка. Сначала все-таки получите образование. И желательно несколько образований, потому что за образованием следует вариатив, возможность выбрать профессию в сложные, непростые сегодняшние времена. Ну, если не определился, то выбрать профессию, которая более-менее нравится. Потому что вопрос самоопределения возникнет не в 20, не в 15, а в 35, в 40 лет, когда уже надо будет по-другому совершенно себя чувствовать. Вот, поэтому нужно найти какую-то профессию, которая хоть как-то нравится. Понятно, что нет идеальной профессии. Например, я сегодня вам рассказывал про повара. Да? Вот я сегодня буду готовить детям еду и думать о том, что я сегодня вам рассказал, о том, что вот хорошо бы уметь владеть ножом. Вот, соответственно, буду делать салаты, поливать маслом растительным, ну и сделать так, чтобы им было вкусно. Ну все, наверное, заканчиваем. Всем огромное спасибо. Вот мальчик говорит, СМС имени ИИ, не вижу названия. Всю эту прохохотал, всю нашу встречу. Но ничего, хохотание выйдешь, закончится, начнется взрослая интересная жизнь. Всего доброго, ищите себя, пусть ваша профессия определит ваше будущее. Пока. Всего доброго.